1994 году в серии «Практика духовного поиска» вышла книжка Владимира Пайнберга под названием «Патрида». «Патрида» в переводе с греческого означает «родина». И главный герой этой книжки, кстати, автобиографичный, русский писатель еврейской национальности Артур Камер покидает свою родину. Он покидает Россию и мигрирует в Грецию. Точнее, он хочет остаться там. Он встречает женщину, в которую влюбляется, у которой большое состояние. Но он понимает, что он этого сделать не может. Его место здесь, в этой растерзанной, страдающей от массы болезней и бед России. Для многих из нас эта Россия патрида, заоблачная, священная, светлая Родина. Именно об этой патриде и говорили участники недавнего телемоста «Еще одна Россия». Телемоста, связавшего три города – Санкт-Петербург, Новгород и Сыктывкар. В основу этого телемоста легли вопросы: ощущаете ли вы себя гражданином России, каковы обязанности государства перед гражданином и что должен делать гражданин для своей отчизны, для своей родины. На этом телемосте нашу сыктывкарскую аудиторию мы представляли вместе с режиссером Татьяной Ружиной. А сегодня мы попробуем с журналистом Виктором Терентьевым сделать телевизионную версию этого телемоста, который состоялся 6 ноября в прямом эфире. Сейчас мы видим на экранах видеозапись этого моста. Ну, собственно говоря, почему мы решили повторить этот телемост? Потому что, во-первых, не все телезрители нашей республики имеют возможность принимать передачи Санкт-Петербургского канала, а телемост был по 5 каналу Петербург, а также разговор, который состоялся среди участников телемоста, на наш взгляд, показался достаточно важным и актуальным на сегодняшний день. 3 города, 3 вопроса и 3 включения было тогда. Сейчас у нас будет одно включение, и оно, естественно, будет короче. И поэтому мы постараемся оставить все высказывания, которые прозвучали в Сыктывкарской студии телевидения. И нам придется сократить немного выступления, которые прозвучали в Новгороде и Санкт-Петербурге. Причем надо отметить, что Новгород подошел к рассмотрению этих вопросов с исторической точки зрения. Санкт-Петербург скорее с юридической. И в Сыктывкаре эти вопросы рассматривались больше с точки зрения нравственности, что, на наш взгляд, наверное, более актуально и важно сегодня. Потому что сегодня, через несколько дней, будет определяться судьба нашей общей Родины. Через несколько дней мы будем выбирать Государственную Думу. И именно поэтому мы посчитали актуальным и важным показать вам этот телемост. Для того, чтобы и вы вместе с участниками телемоста определили для себя, какая она, еще одна Россия. Конечно же, та Россия, о которой говорят люди, собравшиеся в этой аудитории, Санкт-Петербургской, Сыктывкарской, Новгородской, она разная, каждая своя. И тем не менее, она все-таки одна. Может быть, она и есть та самая патрида. Посмотрим и поразмышляем, наверное, вместе. Берлина и считаю, что как и Россия, так и Украина должны заботиться о гражданах не только обучающихся, а о всех гражданах бывшего Советского Союза. Живя на Украине, ощущаете себя гражданином России? Ощущаю. И только России. Ощущаете себя гражданином России? Да, обязательно. Мы где живем-то, поэтому ощущаем. Конечно, это абсолютно. Во-первых, Питер город любимый. Это как-то всегда был символом России. Можно вот этот вопрос? Загадка. Гражданином какой страны являюсь я? Чего? Ну вот, я тоже не знаю. Ну как вы думаете, все-таки? Ну, России, конечно. Вы считаете себя гражданином России? Да. Или просто жителем? Гражданином. А в чем это проявляется? Что для вас гражданин?
Ну, я чувствую, что я здесь родился, я здесь жизнь отдал, можно сказать. Я инвалид второй группы, за Россию воевал. У меня полуголовы стекло, Орловская, Курская дуга, Карачи брали. А как же я все отдал для России. Гражданин – это тот, который имеет гражданственную позицию, скажем так. Тот, который не занимается словоблудием, как многие наши депутаты, а который занимается делами, которые идут на пользу тому, что называется у нас Родина. Понятно. Вот вы себя ощущаете гражданином России? Да, обязательно. Во что бы то ни стало. Меня зовут Светлана Агапитова, и буквально через несколько минут мы вместе с вами станем участниками телемоста, который свяжет нас с городами Сыктывкар и Новгород. Сыктывкар! Вы нас слышите, видите? Мы слышим и видим вас. Мы Они великолепно нам вас машут, видим и мы слышим. тоже. Давай, Добрый вечер, помашем. Светлана. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Добрый Виктор. вечер всем, кто смотрит телеканал «Еще одна Россия». Сегодня целый день звонил телефон. А о чем вы поведете речь с Санкт-Петербургом, с Новгородом? Я пытался ответить на этот вопрос так. Может быть, то, что мы подразумеваем под этим словом «Россия», и то, что зафиксировано в книгах, в газетах, это не совсем то, что каждый из нас ощущает в своем сердце, в своей душе. Мы хотим выяснить, так ли это. Что же все-таки такое Россия? Что такое быть гражданином России? 2 года назад жители Республики Коми на этот вопрос ответили, что они ощущают себя гражданами Республики Коми. Как они ответят на этот вопрос сегодня? Сегодня у нас в студии приглашены деятели культуры, искусства, литературы, журналисты, педагоги, в общем, люди разных профессий и разных взглядов, иногда достаточно полярных. Поэтому я предполагаю, что у нас будет не просто разговор, а будет именно дискуссия. Кроме того, вы видите, у нас молодые лица в студии. Это юноши и девушки из лицея народной дипломатии. Я вот о чем задумалась, что часто мы боимся произносить какие-то истинные, высокие слова, возможно, боясь показаться смешными, наивными или банальными в глазах окружающих. Но, наверное, не надо этого бояться, потому что истина – это соль земли, соль, которая хранит все. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Эти знакомые, наверное, со школьной скамьи строки, всем нам знакомые, я хотела бы адресовать нашим лицеистам сыктывкарским, как в их сердцах сегодня откликаются эти знакомые слова поэта. В первую очередь, я думаю, можно сказать, повторить слова Некрасова, когда он говорил, что поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Поэтому, исходя из этих слов, он, видимо, говорит как гражданин не формальное лицо, а именно как гражданин, как патриот, патриот своей родины. То есть это человек, который любит ее. И я могу сказать, что я ощущаю себя гражданином нашей страны. Вы себя ощущаете гражданином России? Гражданин России. А как же? А как же? Да. Ну, я, например, не чувствую, что государство как-то участвует в моей судьбе каким-то образом. Что я живу именно в России. Гражданином России? Да. Конечно. Да, вообще-то чувствую. Да. Россия, естественно, конечно, но как насчет Коми, мне кажется, всегда была и будет территорией России. Ощущаю. Вообще мне очень приятно, что я живу в этом государстве. Я думаю, что будущее все равно будет Россия. Вот существует ли какое-то юридическое определение, что же такое гражданин России? Юридического определения как такового практически нет. У нас действует закон о гражданстве, принятый, вступивший в силу 6 февраля 1992 года. И в статье 1 этого закона говорится: гражданами Российской Федерации являются все лица, приобретшие гражданство в соответствии с настоящим законом. Вот и все определение. Поэтому, конечно, это понятие не исчерпывается этим очень лапидарным юридическим определением. И
оценивая ответы на вопросы ваших корреспондентов, которые сейчас вы нам показали, полученные на улицах нашей страны и нашего города, я с сожалением констатирую, что люди пожилые отвечают на этот вопрос, как правило, не задумываясь и без запинки, особенно люди, которые пережили с нашей страной самые тяжелые времена. И если бы мне, как человеку немолодому, говорить о себе, я бы сказал, что я чувствовал себя гражданином своей страны во время войны, когда был совсем ребенком, и в своем детстве до тех пор, пока мне страна не указала мое настоящее место, винтика и абсолютно ничтожного существа, твари дрожащей, каковыми и являлись все в период тоталитарного режима. И я ощутил себя снова гражданином своей страны и очень хотел бы считать, что это навсегда, тогда, когда у нас началась новая эра, началась перестройка, когда мы все стали осознавать свою нужность этой стране и стали себя с этой страной отождествлять. Прежде чем говорить о том, ощущает ли тот или иной человек себя гражданином Российской Федерации, надо задуматься, а Российская Федерация является ли государством в полном смысле этого слова? Давайте подумаем. Подавляющее большинство наших жителей этого государства родились в ином государстве, за исключением тех, кому сейчас до 3 лет. Все остальные родились в Советском Союзе, и факт рождения уже нигде не пишешь, как институт. Я бы очень хотел, чтобы наша передача подействовала в первую очередь на молодежь, и она бы поняла, что гражданство Российской Федерации – это не формальная связь по рождению, а это связь духовная, это связь высокая, и при подъеме российского флага и при исполнении нашего национального гимна молодежь испытывала бы те же чувства, какие испытывают, например, молодые французы и американцы. Они встают и поют хором. Вы чувствуете себя гражданином России? Ну как же, я русский человек и, конечно, гражданин России. С трудом. Аналогично. Нет. Почему с трудом-то? А как я должна это ощущать? Ощущаете ли вы себя гражданином России? Ой, да никогда. И сейчас, и раньше? Нет. Ну, раньше-то был человеком, а сейчас вообще никто. А сейчас вообще никто. Да так, молча. Вот ты вырастешь, ты будешь гражданином России? Наверное, да. Точно не знаю. Как бы вы определили, что такое гражданин России? Да, я думаю, что пока мы не можем сказать, что мы можем говорить, что это Россия, сообщество граждан. Я очень сожалею, но это так. Замысел мой, самый главный, состоял в том, дать свободу людям и разбудить в них чувство гражданина. Кончить с тем, что они надеются то на одного царя, то на генсека, то на героя, то на харизму, то на харю, я извиняюсь. Самое главное, люди сотворить свою жизнь должны сами. Да, мы вас слушаем. Вы слышите нас? Да, слышим. Мы приветствуем всех зрителей Санкт-Петербурга и Сыктывкара. Наша студия здесь и наши гости рады принять участие в нашем телемосте. Мы считаем необходимо объединить такие понятия, как стремление к свободе и историческую традицию. Имеется в виду, что историческая традиция и наше осознание как бы законодательной базы, это и является одной из предпосылок для понятия о том, что такое гражданство. Юрий Аркадьевич, я считаю, что всегда, даже в Новгороде было две традиции. Традиция, с одной стороны, в Новгороде была бичевая традиция, конечно, никуда не уйдешь, полностью согласен, но всегда в Новгороде была и княжеская традиция. Князья всегда оставались. Была традиция сильной власти. Ну а сейчас небольшой сюжет, который очень и очень нас порадовал. Сюжет из Сыктывкара, но для новгородцев, я думаю, он будет просто приятной неожиданностью. В 1542 году пожаловал князь великий Иоанн Васильевич новогородца ластку да власку, Печорскими тонями и речками
и Слободкой на устье на Циль. 4,5 века минуло с той поры, но в густых лесах земли Коми, над полноводную и сверкающей, как чешуя семужья, кормилицей и поилицей Чорой матушка, живет жизнью полнокровной и размеренной старинное село русское, творение рук новгородских Уссыльма. Называют ее сегодня по-разному. И старины золотым сундуком, и своеобразным культурным гнездом, имеющим свои, только ему присущие вкусы и запросы. Все это свидетельствует о богатой духовной и материальной культуре уссылёв. И хоть за годы советской власти кое-что было утрачено, забыто, творческий потенциал людей, здесь живущих, велик. В подтверждение тому дошедшие до наших дней некоторые виды народных промыслов, богатые рукописные и книжные фонды, прославленная Уссылёмская борт, сохранившая свою первозданную красоту и колорит. Сохранение и развитие очага родной культуры – задача благодарная и находящая отклик в сердцах людей. В ноябре 1990 года патриотами-энтузиастами здесь было основано Уссылёмское общество «Русь-Печорское», отделение которого действует сегодня и в Сыктывкаре, и в Ухте. В программе деятельности общества его цели и задачи сформулированы таким образом: всемерно содействовать сохранению и развитию самобытной культуры Уссылёмской этнографической группы, ее бытового уклада жизни, фольклора, диалекта, народных промыслов. Причем многое из того, что значится на бумаге, находит конкретное воплощение в реальной жизни. Уссылёмский краеведческий музей провел работу по сбору и дальнейшему развитию традиционных народных промыслов, различных изделий из дерева, бересты. Подготовлена новая экспозиция по истории села. Проводится различный фестиваль народного творчества. Образована и не бездействует в Уссыльме старообрядческая община. Словом, все хорошее, что было во вчерашнем дне этого древнего новгородского поселения, с успехом перекочевало и перекочевывает в день сегодняшний. И не на реликтовых правах изжившей себя традиции, а в качестве необходимой как воздух, живой и свежей духовной подпитки. У нас в основном, в подавляющем большинстве, люди ощущают себя россиянами. Они идентифицируют себя гражданами России. 80%, примерно чуть больше, чуть-чуть меньше, во всех городах опрошенных заявили, что они ощущают себя гражданами России. Только 9% в Сыктывкаре считают себя не гражданами России и 12% в Петербурге. Если вы видели вот эти сюжеты, то вы могли обратить внимание, что каждый раз человек идентифицирует себя как гражданин России на фоне какой-то проблемы. Один говорит: извините, у нас государство дало мне работу, но оно в течение 6 месяцев не платит мне зарплату. Мне такое государство не нужно, я не с ним. А другой говорит: почему вы меня спрашиваете вообще об этом? Я здесь живут мои друзья, мои родственники и так далее. Я идентифицирую себя с этим государством, несмотря на то, что здесь есть проблемы. Как можно ощущать себя гражданином России, когда мы зачастую себя не ощущаем людьми? Я, наверное, сейчас переверну всю дискуссию в 3 городах, потому что я хочу сказать, что на данном этапе состоялась такая историческая ситуация в очередной раз, что все народы России и бывшего СССР имеют права гражданские, территории, языки, гимны и, в общем, суверенитеты, за исключением России, за исключением русских. Поэтому вот я хорошо знаю Родину, я ее люблю, я, конечно, предана, но объехав все пространство России, я сегодня могу сказать, что провинциалы – это самые чистые люди Родины. Все национальные провинции, все. А вот политики в провинции не все. Я не имею в виду свою республику в первую очередь. Мне кажется, она самый передовой, самый доброжелательный, но и она с издержками идет великий. Так вот, я хочу сказать, что сегодня провинциалы должны сказать всей Родине, что вот тот суверенитет, которым предлагал Ельцин, сколько не проглотить, нам уже вот так, понимаете, мы уже проглотили. Уже на сегодняшнем дне встала проблема, что от суверенитета провинция отказывается, что она уже хочет строить все вместе, Россию, чтобы быть ее гражданином. Потому что по всей России в национальных провинциях почти сегодня висит один флаг, флаг провинции,
национальность. Понимаете? Какой я гражданин? Я считаю, что возрождение начнется с нашей республики. Потому что присутствующие здесь люди, каждый из присутствующих положил жизнь на возрождение и на поиск выхода. Почему сегодня россияне показывают вот более 80% ощущения, то, что они граждане? Я думаю, что мы это вынужденно ощущаем, хотим мы того или не хотим. Причем мы это ощущаем сегодня очень больно. И нам действительно больно от того, что мы граждане России, и от того, что сегодня происходит с Россией.
самое главное, чтобы люди не чувствовали себя обездоленными. В первую очередь, я как студентка скажу, чтобы хотя бы государство заботилось о своих студентах. Право на труд. Жилье. Защиту от преступности. Свобода, конечно, слова. Я бы потребовала всех этих прав. Все, что добывается у нас. А нам легче сказать, что не добывается. Со всех этих добыч на каждому из нас положены большие миллионы. На личный счет. Где мои миллионы? Почему моя зарплата 200, которой мне не хватает даже на дорогу из дома до суда? А как вы думаете, какие обязательства у государства российского перед своими гражданами? Ну, как хозяева, они должны заботиться о своем хозяйстве, поскольку мы являемся гражданами России, так мы надеемся на свое начальство, на свое правительство. У государства есть обязательства перед гражданами? Обязательно. Да, любые. Чтобы жить нормально, работать нормально. Сейчас они, как что мешает? Законы мешают. Нет законов. Сейчас вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Нужно, чтобы правил закон. Чтобы суд действовал на основе закона. Все на основе закона и граждане в рамках закона. Тогда мы начнем что-то делать, и что-то из нас получится. Государство не собес. Не собес. Это государство такая организация, в которой вот есть правила игры, которые позволяют людям реализовать свой потенциал. Новгород готов подключиться к разговору. Пожалуйста, дайте слово Новгороду. Мы вас слышим. Вы нас слышите? У нас есть к вам вопрос. Да, пожалуйста. Пожалуйста. У меня к вам вопрос-просьба. Пожалуйста, видимо, в связи с тем, что я много в последнее время вращаюсь среди молодых людей, и я никак не могу понять, о чем идет разговор. Вот существует гражданство и гражданин. Ну, вообще гражданином являюсь я на данный момент России, а гражданство, я думаю, оно может быть двойным. Поэтому я приемлю для себя гражданство Эстонии и России. Я хочу сказать, что Коми-республика – это государство в государстве России. В Коми-республике есть Коми-народ. Он хозяин этой земли. Так какой же я хозяин своей земли, какой же я гражданин, если меня в Конституции Коми-республики нет? Если мои богатства уводятся бесконтрольно куда-то, ни один мужчина не может прокормить семью на такие богатства, а соответственно декларации прав все богатства республики принадлежат нам, Коми-республике. Доктор Столповский, писатель, как вы считаете, то, что говорит Надежда Александровна, насколько соответствует действительности? Вы знаете, я, в общем, давно уже перестал делить людей по национальности. Считаю, что это довольно-таки неучтиво. Мы все граждане России, и нам сейчас, по-моему, важнее понять, что такое Россия и что такое государство. Мне кажется, что наш разговор о гражданстве так трудно идет потому, что понятие государства сегодня, государство, которое нас защищает, оно реально в жизни не существует. Санкт-Петербург, Новгород – это два города. Два города одного государства России, а у нас тут как бы два государства. Россия, Республика Коми. Какую ответственность должно нести каждый из них по отношению к нам, гражданам этих двух государств? С этим вопросом я обращаюсь к философу Людмиле Завьяловой. Все дело в том, что государство изначально, когда возникло, если верить исследователям, то оно возникло для того, чтобы защищать врожденные, естественные права гражданина. Это право на жизнь, право на свободу и право на собственность. Так сегодня в нашем российском отечестве трудно говорить еще о праве на свободу и праве на собственность. Мы, я думаю, сегодня стоим перед реализацией нашего первого права, и государство наше российское обязано гарантировать нам право на жизнь. Так вот, если говорить в таком контексте, обязанность, ответственность человека перед государством, государство перед человеком, нужно говорить о достижении гармонии прежде всего между обществом и государством. Я очень люблю Россию и очень люблю наших людей российских. И очень часто им сочувствую, потому что наш народ вообще не защищен. Государство не является гарантом нашей безопасности. И мне в этой связи очень хочется вспомнить слова из обращения президента России к Федеральному собранию,
прозвучавший в феврале 1995 года, где он так сказал: «Нам нужно создавать эффективную систему безопасности, защиту безопасности от произвола государства». Я думаю, что президент был прав. Посмотрим на графиках, что же, какие обязанности граждане России, согласно социологическому опросу, считают самыми главными. Обязанности государства перед гражданином. Гораздо приятнее слушать конкретных людей с их конкретными проблемами, и чем выслушивать результаты усредненного мнения. В то же время у социолога есть преимущество. Вот это усредненное мнение, это мнение тех людей, которые обычно не участвуют в дискуссиях, не присутствуют в телемостах и так далее. Вот именно это мнение мы получаем. И это мнение часто оппонирует тому, что мы сами думаем. Итак, в результате опроса, в результате тех выборов, которые сделали люди, оказалось, что существует очень устойчивая структура ответов по отношению ко всем 3 городам. Различия очень незначимые. Первое и главное, чего требуют граждане сейчас от государства, это защита от преступности. Причем чем больше город, тем больше таких людей. У нас в стране было еще одно государство, которое не имело своих границ, и о нем все говорили, все знали, что оно существует и имеет, так сказать, свои определенные обязанности и права. Но сейчас вообще никто об этом не вспоминает. Это государство называлось детство. Саша, спасибо большое. Вот, наверное, многих из нас, кто читал этот репортаж в «Комсомолке», поразил тот материал, когда рассказывалось о том, что 6-летний мальчик предпочел жить в собачьей будке, да, с собакой, чем с вечно пьяной матерью и с психически больным братом. Если сегодня мы не заботимся о нашем поколении, то государство отсутствует. Что значит 5 месяцев в собачьей будке пробыть ребенку? Наше детство — это те, кто примет эстафету нашего государства, кто будет жить дальше. Они на сегодняшний день самые бесправные люди. И государство им должно дать льготы, обязано сделать так, чтобы у них появилась возможность иметь у себя светлое пятно в своем тоннеле. Вот сейчас мне бы хотелось предоставить слово нашим молодым людям и услышать их мнение. Пожалуйста. Вот тут сейчас очень много слышно, что государство не выполняет свои обязанности, что государство что-нибудь нам должно предоставить. Однако я считаю, что нужно хотя бы научиться уважать государство, а только после этого требовать что-нибудь от него. Татьяна, у нас задают тут вопрос, за что уважать государство? Вот, пожалуйста, к вашим молодым людям. Я считаю, что государство нужно уважать хотя бы за то, что оно предоставило нам такое право, по крайней мере сейчас, иметь какие-то права и свободы, которые мы вот имеем, и быть действительно личностями. Я считаю, что в нашем государстве каждый человек может выразить себя. Этот же вопрос я хочу адресовать декану финно-угорского факультета Сыктывкарского университета Анне Капитоновне Гагеевой. Я считаю, что государство нужно уважать не только за то, что оно вообще есть как таковое, а за то, что мы живем. Мы живем в двуязычной республике, и мы не думаем, кто мы, русские или коми. Вот мы живем, и мы живем. Мы растим детей, мы дышим этим воздухом, мы видим людей, которые рядом со мной. А то, что вот сегодня мы услышали, это немножко отходит от нашего разговора. Какие обязанности у государства перед гражданином? Гражданина, прежде всего, не нарушать законы. Да. Но работать самодачу, конечно, надо. Ну, главный долг охранять, чтобы не нарушалась государственность, чтобы не допустить анархии и произвола. Родился в России, живу в России, и все нам благороден. Я тоже, так сказать, из Питера, и мы с тобой одной крови, как Маугли сказал. Но вот, когда мы с тобой, скажем, находимся в Японии, мы с тобой кто, соотечественники или представители разных стран? Вряд ли, конечно, нет. Я британский субъект, куда бы я ни поехал. И у тебя больше прав, чем у меня там будет? Не знаю, как насчет прав, мы будем отражать, степень наших прав будет отражать степень прав нашей страны по отношению к той стране. Если я при тебе оскорблю королеву, ты будешь защищать ее сразу? Во всяком случае, если гимн заиграют, то я должен встать. Что гражданин обязан государству? Ну, не знаю даже. Если будет нормальное государство со своими нормальными законами, тогда и гражданин будет уже подчиняться. А если они, как говорится, делаются сиюминутно, сейчас его приняли, через день, там где-то через 5 минут его отменили, приняли новый, здесь просто тяжело сориентироваться в этой обстановке. Начать нашу дискуссию на тему права и обязанности
гражданина, наверное, обязанности гражданина перед государством, я прошу Феликса Моисеевича Лурье. Пожалуйста. Я не юрист, и поэтому я не знал, что не существует юридического понятия гражданина. Это мне простительно. Я заглянул в академический словарь литературного русского языка и прочитал: гражданин – лицо, принадлежащее определенному государству, пользующееся покровительством законов своего государства и обязанное выполнять все требования, установленные законами этого государства. Мне кажется, что это определение замечательное. Оно емкое, и в нем все есть. Государство должно покровительствовать своим гражданам. А граждане должны выполнять законы, принятые большинством. Но определение гражданина, которое нам дал господин Лурье, оно, к сожалению, перекочевало в словари из прошлого века. Сейчас определение основывается на международных правовых документах, под которыми стоит подпись под большинством из них и правительства России, в том числе президента. И вообще это словосочетание права граждан, права человека приобретает полный смысл только в правовом государстве, где взаимоотношения гражданина и государства строятся по довольно простой схеме. Граждане нанимают власть, чтобы она на них работала, защищала их экономические и политические интересы, вырабатывала оптимальный вариант бюджета, охраняла от агрессии со стороны других государств, обеспечила деятельность общественных институтов. И этим функции государства должны ограничиваться. В принципе, чем меньше государства в нашей жизни, тем лучше. Я хотела бы наш общий разговор конкретизировать истории своей жизни. Я не приехала, я бежала из Чечни в конце декабря после 10 дней бомбардировок. Ну, в общем-то, я считаю себя гражданином России. Всегда и законопослушным гражданином. Вы знаете, я 30 лет работала, вырастила дочь, посадила и вырастила сад, построила дом, платила исправно налоги. В итоге государство из этих моих налогов сделала бомбу и бросила мне на мой дом. И лишила меня в раз всего. Всего, что я, нарабатывала, чтобы, обеспечить себе старость, будем так говорить. Ну вот, что я прошу государства, что государство обязано мне. Ну, во-первых, государство мне обязано. И до конца жизни вряд ли, моей жизни, вряд ли со мной расплатится. А сейчас я прошу не мешать мне жить, не определять мне резервации, где я должна поселиться, не запрещать мне прописываться, где я хочу, не навязывать мне ту работу, которая мне ни по жизни моей, не свойственна, ни по образованию. Не мешайте мне жить. Я сумею встать на ноги, я сумею еще быть полезной обществу, и сумею еще быть нормальным и законопослушным гражданином. Только не мешайте. Что, собственно, должно сделать государство? Государство должно сделать самое главное. Оно должно создать условия, благоприятствующие достойной жизни честного человека. Я не могу сказать, что наше государство отвечает этому требованию. С моей точки зрения, наше государство, то есть я бы не хотел даже говорить государство, наша правящая элита, она сделала так наше государство таким, что оно мне больше всего напоминает испорченный старый рояль, у которого есть все клавиши, а большая часть этих клавиш не играет. И вот те самые клавиши, которые должны были бы выполнять со стороны государства свои обязанности, они как раз и не играют. Мы в основном находимся в степке, которую не разделить. Государство, гражданин, гражданин, государство. А вы знаете, ведь мы не совсем в этой структуре находимся, не совсем в этой жесткой структуре. Ведь что произошло после перестройки? Государство, которое было действительно средой
духовной средой всей нашей территории, оно разделилось на государство, то есть на властные структуры, и на общество. И я хочу сказать, что я, например, себя ощущаю в жизни не как гражданин. Гражданином я себя ощущаю на избирательном участке, когда я единственный момент могу как-то почувствовать, что от меня что-то властным структурам Пойдете надо. Да. На выборы пойдете? Ну вот тут я к Феликсу присоединяюсь, потому что хотелось бы, конечно, выбирать из достоинств. Пока. Какие тогда обязанности граждан перед государством? Работать по совести. Значит, по-моему, тут очевидно, как дети в отношении своего дома должны заботиться о доме своем, так и каждый гражданин должен заботиться о благоустроении, благоустройстве и вообще о состоянии своего государства. Служба в армии. Наверное, поддерживать свое государство, поддерживать, как и истинному гражданину своей страны. То есть делать то, чтобы существовало и стояло, не преклонялось там перед, знаете, перед кем мы сейчас ломим шапки. Быть достойной гражданинкой своей страны. Какие бы вы определили обязанности гражданина перед государством? Знаете, я сейчас бы напирал на то, что нам нужно сделать, чтобы было правовое государство, чтобы был закон. Сегодня это самое главное, чтобы в рамках закона с полномочиями верно распределенными работал парламент, президент, правительство, суды действовали. Вот это сейчас главное. Вот это сейчас главное. Но, несомненно, я думаю, самая главная обязанность гражданина – это выполнять законы. Татьяна, пожалуйста, Сыктывкар, вы извините, что мы вас все время... Да, спасибо большое за предоставленную возможность высказаться в прямом эфире. Итак, в прямом эфире Сыктывкар. Имея в виду, что цель все-таки нашего телемоста – это услышать голос из глубинки, я хочу предоставить слово режиссеру независимой студии документальных фильмов «Ости» Сорокину Сергею. Секундочку, Пожалуйста. Татьяна. До того, как будет слово предоставлено Сергею, я хочу напомнить Светлане, что наш канал – это канал региона. Сегодня мне такое ощущение, Сыктывкар не слышит Санкт-Петербург, Санкт-Петербург не слышит Сыктывкар и Новгород. То же сегодня происходит, как сказал Феликс Лурье, и между правительством и государством. Нет какого-то взаимопонимания. Каждый живет своей жизнью. Виктор, время. Да, А у вас есть конкретные предложения? Пожалуйста. Я бы буквально в двух словах, чтобы не тратить много времени, хотел бы продолжить тему, начатую господином Лурье. Когда мы говорим об ответственности, об обязанностях государства, личности перед государством, надо разделять два аспекта. Есть юридический аспект, есть аспект нравственный. Хотелось поговорить об этом. Вот русский философ Бердяев очень точно, когда говорил о детском правосознании нашего народа, он говорил, что вот в психологическом сознании нашего народа существует мы, это мы народ, и они, это государство. То есть государство ассоциировалось с властью, и до сих пор оно ассоциируется именно с властью. И конкретно о выборах. Вот мы попали в такую психологическую ловушку после того, как у нас не было ни свободных выборов, ни основных демократических свобод. Люди думали, что они придут на выборы, проголосуют, и как чудо завтра мы будем жить прекрасно и хорошо. И у нас будет прекрасное правительство, у нас будет прекрасное государство. Нет, это надо делать из года в год. Надо ходить на выборы, надо стремиться, так сказать, выбирать. И никогда мы очень долго не будем жить в состоянии, вообще не будем жить в состоянии покоя, понимаете? Вот правовое государство это не есть состояние покоя, о чем сейчас многие тоскуют. И вот тогда можно будет говорить о том, уважаем мы свое государство или не уважаем, когда мы все сделаем для того, чтобы уважать себя и свое государство. Дело в том, что вот и в Санкт-Петербурге, и в Новгороде, да, собственно говоря, и у нас звучала мысль о том, что значит, обычный гражданин должен платить налоги и, так сказать, исполнять закон. Но прежде, мне кажется, он должен все-таки защищать закон, не только исполнять его. Скажите, многие ли из нас защищали закон, когда он расстреливался в Белом доме, например? Многие ли из нас защищали закон, когда, сейчас только нам говорили цифры, например, о том, что столько-то законов выдвинуто, а сколько-то принято. А скажите, сколько из них исполняется? Кто из нас стал на защиту исполнения закона?
Ведь еще недавно, так сказать, нация кричала, давайте, так сказать, отнимем власть у центра, давайте развалим МВД, армию, КГБ. Что вы сейчас хотите от власти? И нельзя ассоциировать, государство это власть. Государство это мы. И поскольку это закон в первую очередь нравственный, а двух нравственностей не бывает, как не бывает двух гражданств, то давайте, может быть, именно в этой плоскости разговаривать на эту тему. Вы помните, наверное, когда была еще одна партия, был один комсомол, очень часто задавался вопрос, а что мне дает комсомол? Я всю жизнь занимала другую позицию. Мне никто и ничего не даст, если я сама не сделаю себя. Поэтому я считаю, что мы обязаны получить хорошее образование, и сейчас как мать я обязана дать хорошее образование своим детям, чтобы у них был большой выбор. Я обязана сделать себя, я обязана исполнять хорошо сейчас ту роль, которую я занимаю в обществе. Поэтому отсюда начинаются все наши обязанности, и затем только может быть разговор о том, как мы ощущаем и когда мы себя ощущаем гражданами. И отнюдь не только на избирательном участке. Конечно же, я не просыпаюсь с этим чувством, но я все время потом, анализируя, думаю о том, что я еще должна сделать. Я все время должна, я должна делать. И не спрашивать, а что же мне за это воздастся. Мне кажется, в этом смысл жизни и смысл ответственности гражданина перед своей родиной, перед своим государством. Я хотела предоставить слово председателю общества «Русский дом» поэтессе Надежде Мирошниченко. Пожалуйста. О чем бы мы сегодня не говорили, главное сегодня народ и его состояние. И главное сегодня Родина. Россия – это Родина, за которую умирают. Российская Федерация – поле игры политиков. До той поры, пока в каждом русском человеке, в каждом россиянине не будет потребности понять, что именно от него зависит состояние страны, до той поры все, что сегодня мы делаем, бесполезно. Сегодняшний мост – рассыпание национального сознания. Поэтому мы в республике боремся за единое гражданство в России. Русский дом поднял эту тему. Коми-провинция и русская провинция добьются, что в России будет единое гражданство, потому что иначе все, о чем мы говорим, есть бессмысленная, в общем-то, трата времени. Поэтому я хочу сказать, сегодня от каждого русского человека, от каждого россиянина зависит то, что он не принимает своей душой, не принимать, потому что государство в России начинается с нравственности. Гражданином России я себя считала всегда, гражданином страны. Как только в Беловежской пуще собрались 3 человека, на следующий день я считала себя гражданкой России. Значит, и поэтому я здесь. Государство же решило, что я должна быть гражданкой России через 3 года. Ну, неважно, я все равно гражданка России. Мы делаем все, что должен делать гражданин своей страны. И на сегодняшний день мне кажется, что это государство олицетворяем мы. Потому что те чиновники, которые мешают нам, я считаю, что это не наше государство. На мой взгляд, есть, в принципе, одна, и она может быть одна единственная универсальная формула соблюдения, что называется, законов и взаимных обязательств. Дело в том, что часто власть центра или государства, как мы тут все свели в одну кучу, плохо знают нравственные законы, по которым живет провинция, по которым живет общество. Так вот, когда произойдет совпадение нравственного закона, о котором живет гражданин, и закона государства, в тот момент, когда уровень противоречий будет минимален, именно тогда мы можем надеяться на то, что будет гармония. Прекрасные цифры по поводу того, что было принято Госдумой столько-то законов, столько-то выполнялось. До революции было издано 3 полных собрания законов Российской империи. Я вас уверяю, что простые крестьяне государственные, жившие в провинциях, составляющие 97% населения России, каждый из них не знал, что написано в этом каждом законе. Но, однако, совпадение вот этого обычного, бытового права, традиционного, крестьянского и совпадение государственного права, вот этой надстроечной, приводило к стабилизации общества. Итак, есть государство, есть общество, общество это мы, и есть отдельный гражданин. Мы знаем, мы все, как показала здесь наша дискуссия, недовольны своей нынешней властью. Мы очень боимся, что мы можем выбрать еще худшую власть, но все-таки в человеке должна быть надежда. И, наверное, предчувствуя, что вот будут выборы, и они очень опасны для России, мы должны воспрянуть своей надеждой и все-таки сделать вот в данной ситуации то, что от меня зависит. Все-таки постараться выбрать достойных, потому что нельзя терять надежду. А вообще я думаю, что жизнь в России сама себя защитит.
за дорогу. Нелегкой разлук с тобой. И вдруг поняла тебя, Родина. Поняла тебя в этот час роковой. Душа твоя, как и моя, ссадина. И снова страдает народ. И новой дороги не найдено. А старая в бездну ведет. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет и наш день России. И ты святые крылья обретешь. Ты знала царей и уродивых, терпела тиранов и вождей. Стоишь передо мной, моя Родина, пусть голая, но без цепей. Пусть канут во мглу ночи черные, ты светом людей озаришь. Зайдешь, молодая и гордая, и вновь этот мир озаришь. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет день России. И ты святые крылья обретешь. Россия, настанет день России. И ты святые крылья обретешь. За что за тобой